Праздничные дни не обошлись без чрезвычайных происшествий, в частности дорожно-транспортных. Соответственно, и без травматизма. Так, врачи Ингушской республиканской клинической больницы подводят итоги за 3 неполных выходных дня. После дорожно-транспортного происшествия поступило около 15 пациентов. Из них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 5 пациентов. 4 из них дети несовершеннолетние, они направлены в детскую больницу. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Работа Ингушской республиканской больницы в период праздничных дней продолжалась в штатном режиме. Нередко в терапевтическое отделение обращалось население, страдающее хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В период, начиная с 9.04 по сегодняшний день, в приемное отделение обратилось больше 100 пациентов. Большое количество из них было с гастроэнтероколитом, симптомами рвоты, выраженной общей слабостью, болями в животе и с гипертонической болезнью, кризовыми течениями. Это были пациенты старше 50 лет с своими хроническими заболеваниями сердечной стороны. 2 детей были госпитализированы и в детскую республиканскую клиническую больницу. Получившие травмы в результате наезда автомобилистов, их состояние оценивается как стабильное. Эти 2 детей сейчас находятся в реанимационном отделении. Состояние у них стабильное, но пока еще нуждаются в наблюдении и лечении в реанимационном отделении. Дети получили травму в результате наезда автотранспорта. Там, естественно, у детей пострадала в основном голова, это сотрясение и ушиб головного мозга. Вот у одного ребенка перелом лопатки и ушибы по телу, и у одного, и у второго ребенка. Летальных исходов зафиксировано за это время не было. Травмы, которые привели бы к летальному исходу, за эти дни у нас не было. Все выходные дни детская республиканская клиническая больница работала в штатном режиме. То есть все службы у нас работают, детей принимаем круглосуточно, без ограничений. Поступление, характеристика наших поступлений следующая. Как обычно поступают дети с температурой, с простудными заболеваниями. В плане травматизма сохраняется бытовой травматизм, это падение, ушибы, порезы. Как сообщают в самой госавтоинспекции, количество аварий на дорогах за праздничные дни составило 4. В Республике Ингушетия за первые 2 дня празднования Идаль-аль-Фитр произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, 3 человек погибших и 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия призывает каждого участника дорожного движения к соблюдению правил дорожного движения. Уважаемые граждане, еще раз напоминаем вам о том, что дороги не прощают ошибки. Каждое ваше нарушение, к сожалению, приводит к тому, что люди калечатся и погибают. Берегите себя и своих близких. Причиной ДТП служит несоблюдение элементарных правил дорожного движения, выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима. Нередко наезд на пешехода случается из-за недопустимой процентности тонировки авто. В ГИБДД просят водителей поберечь жизнь не только свою, но и других участников дорожного движения, не позволять себе необдуманных действий на дорогах и соблюдать этикет вождения. Адам Мережков, Муслим Арчаков, Магаз 24.